Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. Итак, по информации Центробанка России, за сутки доллар и евро снова резко подорожали на 11,5 рублей. Доллар США остановился на отметке 103 рубля и 25 копеек. Евро стоит сегодня 114 рублей и 55 копеек. Покупает сегодня американскую и европейскую валюту по лучшей цене Совкомбанк. Доллар за 103 рубля и 5 копеек, евро за 114 рублей 50 копеек. Самый выгодный курс продажи доллара и евро сегодня в ВТБ. Доллар продают за 103 рубля ровно, евро за 114 рублей и 90 копеек. Законопроект по защите россиян предусматривает кредитные каникулы до 30 сентября. Документ опубликован в Думской электронной базе. Отмечается, что законопроектом определяются механизмы поддержки экономического сектора, в том числе упрощающие установленные законодательством России разрешительные и лицензионные процедуры, которые регламентируют осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также особенности регулирования правоотношений в сфере осуществления страховой деятельности в России. А сотрудники IT-компании получат льготную ипотеку и отсрочку от армии. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По словам главы правительства, налоговые преференции будут распространяться и на создателей приложений для мобильных устройств. Соответствующий указ подписал президент России. Кроме того, как добавил Мишустин, все IT-компании страны будут на 3 года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок. Премьер также сообщил, что правительство введет мораторий на плановые проверки индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса с 10 марта до конца текущего года. Кроме того, правительство поддержало отмену НДС на инвестиционное золото для граждан с 1 марта. На 3 года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%. Также правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях. Правительство введет мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей малых и средних предприятий, начиная с 10 марта и до конца года, за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья наших граждан. Мы продолжим поддерживать предпринимателей, помогая им привлекать средства. Между тем, Москва была готова к введению Западом санкций. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам министра, он не ожидал, что санкции Запада, вызванные бессильной злобой, также охватят спортивное движение, культурный обмен и будут касаться контактов между людьми. Глава российского дипведомства отметил, что у Украины есть технологический потенциал для создания ядерного оружия, однако Россия не позволит этого сделать. Вся нынешняя ситуация сложилась в силу того, что Запад отказывался признать за Российской Федерацией равные права в организации архитектуры европейской безопасности. Это подтверждается и реакцией ведущих стран НАТО, прежде всего Соединенных Штатов, на те инициативы, которые президент Путин выдвинул в декабре прошлого года, о необходимости по-честному выполнить то, о чем договорились. А именно, никто не должен, даже выбирая свои возможные союзы военные, никто не должен при этом делать что-либо, что будет ущемлять безопасность любой другой страны. Второй раунд переговоров делегации России и Украины, как ожидается, пройдет сегодня, 3 марта, в Белоруссии. Российская делегация уже на месте и ожидает приезда второй стороны. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на прошлой встрече с представителями Украины российская делегация озвучила Киеву предложения, связанные с прекращением огня. Переговорная делегация Российской Федерации в том же составе. Посол Российской Федерации Грызлов
замминистра иностранных дел Руденко, председатель комитета по международным делам Слуцкий и замминистра обороны Фомин прибыли сегодня на переговоры, как мы и договаривались с самого начала. На прошлой встрече мы обсудили позиции, а также огласили ряд предложений Российской Федерации, взаимосвязанных с немедленным режимом прекращения огня. По ряду предложений мы, в общем-то, нашли взаимопонимание даже за столом переговоров, но, однако, по некоторым наиболее принципиальным из них, что вполне ожидаемо, украинская сторона взяла время на размышления и на консультации с Киевом. Какие импортные продукты оказались в зоне риска из-за санкций? Вообще импортные продукты не исчезнут с российских прилавков, максимум заменятся поставками из других стран, считают эксперты. Прямой импорт продовольствия, которое мы не можем вырастить сами, например, кофе, чай, какао и цитрусовые, завязан в основном на странах, которые не объявляли России санкций. Мясо находится в пути к нам в достаточном количестве. Речь идет прежде всего о говядине, своей свинины и мяса птицы в стране достаточно, а своей говядины пока не хватает. Кроме того, для стабилизации цен правительство до конца этого года обнулило пошлины на импорт 200 тысяч тонн говядины и 100 тысяч тонн свинины. В столичных аптеках запасов лекарственных препаратов, которые отпускаются по рецепту, хватает. Дефицита не наблюдают. Об этом говорят не только фармацевты, но и население. Так, по словам продавцов аптечных сетей, они полностью обеспечены лекарствами, как отечественными, так и зарубежными. Но при этом сообщают, что цены на часть лекарств поставщики все же подняли. На данный момент они немного повысились на импортные средства. Цены на жизненно важные лекарственные препараты выше предельных установленных государством не будут. Это строго регулируется. Большинство импортных лекарственных средств имеют отечественные дженерики. Это препараты, идентичные оригиналу по составу и лечебному действию. Аптеки нашей сети обеспечены жизненно важными лекарственными препаратами, но как себя поведут зарубежные производители, никто сейчас предсказать не может. Поэтому надеемся, что из гуманных соображений поставки лекарственных средств под санкции попадут в последнюю очередь. К другим темам. Запасы Татнефти в России за 4 года выросли на 116% от плана. Это 123 миллиона тонн нефти и более 6 миллиардов кубометров газа. В общей сложности на лицензионных участках компании расположено 46 месторождений, находящихся на этапах поисково-разведочного изучения и пробной эксплуатации. За 4 года было приобретено 8 участков для недропользования. Из них 2 участка в Татарстане уже введены в работу в этом году. Работа по восполнению прироста запасов продолжается. Здесь представлен станок-качалка, который расположен на одном из самых больших месторождений в мире, Ромашкинском месторождении. Добывается газожидкостная смесь, которая поступает по системе трубопроводного транспорта на ГЗУ. На ГЗУ производится замер. Дальше жидкость поступает на дожимную насосную станцию. Там производится первая ступень сепарации газа. Дальше жидкость поступает на Северный товарный парк для дальнейшей подготовки к товарной нефти. Тем временем работники института Якутнепроалмаз создали первый в России государственный стандарт по проектированию кимберлитовых карьеров на поверхности в криолитозоне. Данный стандарт утвердили еще в 1996 году. С тех пор документ не менялся. Как сотрудникам института удалось разработать новый документ и в чем его преимущества, узнавали наши коллеги. Вот тестовый карьер до использования данного стандарта. Здесь мы уже ввели свои параметры. Вот этот карьерчик, это уже то, что мы при использовании данного стандарта. И увидите, что данный карьер занимает объем значительно меньше. При одинаковых объемах добычи руды объемы вскрыши в новой модели значительно меньше и могут достигать десятков миллионов кубических метров. Сэкономить на буровзрывных работах и транспортировке вскрыши можно до 100 миллионов рублей. Это одна из главных задач нового государственного стандарта по проектированию карьеров. Его разработали сотрудники института Якутнепроалмаз.
Здесь как раз облегчается вопрос по прохождению экспертиз. Если до этого необходимо было достаточно большая доказательная база, что мы можем использовать такие параметры для строительства наших карьеров, то сейчас, когда он стал ГОСТом, он утвержден как для нашего проектирования, мы, ссылаясь на него в проектной документации, уже нам нет необходимости что-то еще дополнительно доказывать. А доказывать приходилось многое. Госстандарт был утвержден Министерством цветной металлургии СССР еще в 1986 году и с тех пор не менялся. Например, по стандарту глубина карьера не должна превышать 400 метров, в то время как трубка юбилейная в Айхале уже 710. Нередко возникала проблема с шириной карьерных дорог. В местных карьерах ширина не подходила под устаревший национальный стандарт. Никто в стране такого подобного документа, мы были первыми, кто сделал при добыче твердых полезных ископаемых. Это после нас уже так волна пошла, и подобного рода, так сказать, действия пошли. Но мы были первыми. Мы, по сути дела, обобщили за 60 лет опыт эксплуатации оборудования, опыт отработки месторождений, и мы в небольшой книжечке по каждому переделу, вот то, что за 60 лет наработано, мы там написали. В документе теперь хранятся все нормы для проектирования карьеров именно в криолитовой зоне, то есть в зоне вечной мерзлоты. Новый стандарт также предусматривает и выбор горной техники. Сегодня на месторождениях работают самосвалы от 30 до 136 тонн. А это значит, что дороги должны соответствовать не только указанной в надстандарте ширине, но и прочности. Сотрудники института уверены, с таким нормативным документом молодые инженеры и проектировщики быстрее войдут в курс дела в части проектирования и особенностей кимберлитовых карьеров Якутии. Анна Брянская, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». Идем далее. Ежегодно 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха. На сегодняшний день потеря слуха считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности в мире. По данным ВОЗ, от глухоты и нарушений слуха страдают примерно 360 миллионов человек. На День открытых дверей, посвященный Международному дню слуха, отправилась и наша коллега Надежда Саханская. Надежда, приветствую. Ждем от тебя подробностей. Коллеги, приветствую. Ну, действительно, не секрет, что люди общаются между собой посредством слуха и языковой коммуникации. Если одного элемента начинает недоставать, то здесь уже начинают возникать проблемы. Прямо сейчас мы находимся в Национальном центре медицины, в сурдологопедическом отделении. И стоит отметить, что здесь сегодня в честь Всемирного дня слуха и уха проводится День открытых дверей. Также стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения каждый год проводит этот праздник под отдельным лозунгом. Ну а более подробно о Всемирном дне слуха и о том, как следует беречь свое здоровье, мы поговорим с Надеждой Ильиной, заведующей сурдологопедического центра. Предлагаю прямо сейчас пройти в кабинет. Надежда Романовна, добрый день. Скажите, пожалуйста, сегодня, 3 марта, отмечается Международный день слуха и уха. Дата, безусловно, необычная. Для чего же она была введена в календарь? Ну, начиная с 2014 года, ежегодно 3 марта проводится Международный день охраны здоровья уха и слуха под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Ну, этот день именно призванный повысить информированность общества по предупреждению тугоухости, глухоты и тугоухости. Скажите, какие же нарушения тянет за собой ухудшение слуха? Ну, причин на самом деле очень много возникновения тугоухости. Это и пороки развития во внутриутробном периоде, воспалительные изменения уха, механические повреждения, это акустические травмы тоже могут сыграть свою роль. Опухоли органа слуха может быть, перенесенные инфекционные заболевания очень большой процент составляет. Прием некоторых тоже лекарственных, так называемых ототоксических препаратов тоже могут влиять. И, конечно же, возрастные изменения тоже влияют. Но ведь лет 30 назад мы и знать не знали о сурдологе. Лор был, отоларинголог тоже, а сурдолог — это совершенно
новая специализация. Когда же произошло, что появилась вот такая отдельная профессия? Ну, история, если посмотреть, то это началось с 1948 года. И во всем мире это после первого международного аудиологического конгресса. А в нашей Якутии сурдология появилась в 1984 году под руководством Тины Николаевны Лебедевой на базе Якутской городской клинической больницы открылось вот сурдологическое отделение. С тех пор вот и трудимся. Да, многие не знают и вправду, потому что, наверное, это узкая специальность. Скажите, пациенты какого возраста чаще всего бывают у вас на приеме? Ну, у нас пациенты именно такого возраста, все возраста, начиная с новорожденного до до преклонного возраста, можно сказать. Потому что новорожденные дети проходят на 3-е сутки в роддоме аудиологический скрининг, так называемый. Это проверка слуха. Проверяет в роддоме, и там результат прошел, не прошел, выходит. Если не прошел, то ребенок, возможно, угрожаемо по тугоухости. И получается, на 2-й этап, на аудиоскрининг, к нам направляет сурдоцентр на более углубленное обследование слуха. А какие же нарушения слуха встречаются у детей после выявления? Разные, наследственная предрасположенность тоже может влиять. Как и говорила, воспалительные поражения уха. У детей эустахиевая труба немножко анатомически, прямая, так скажем, да, она соединяет нос с ухом. И получается, когда закладывается нос, то и, следовательно, заложенность уха возникает. И дети вот в таком воспалительные и наследственные больше всего. Надежда Романовна, вот такой обывательский вопрос. Звон в ушах, боль в ушах, шум в ушах. Это наверняка уже повод обратиться к специалисту. Да, конечно, к сурдологу имеете в виду, да, к сурдологу, конечно, нужно обратиться, если у вас шум в ушах, головокружение, если невролог сказал свои, моего нету, идите к сурдологу, это надо к нам обязательно подойти. Сначала лор должен посмотреть по месту жительства. Лор, если там не видит свои изменения воспалительного характера, то он направляет к нам. У нас есть специалист, именно специализируется на шумы в ушах, головокружение, называется отоневролог. Благодарю вас, Надежда Романовна. Ну, а коллеги и уважаемые зрители, я отмечу, для того, чтобы сохранить свой слух, достаточно соблюдать элементарные меры безопасности, прослушивать музыку в наушниках на достаточно умеренной громкости. И, конечно, ранняя диагностика в большинстве случаев помогает не допустить или снизить прогрессирование, снижение слуха. К этому часу у меня пока вся информация. Более подробную о Всемирном дне слуха вы уже увидите в вечерних выпусках новостей. На этом у меня пока все. Коллеги, передаю вам слово. Надежда, спасибо. Ну а мы идем далее, продолжаем наш выпуск. В Якутии откроют Центр развития семейного бизнеса. Об этом объявили в ходе страт-сессии «Женское бизнес-сообщество. Реальная движущая сила малого и среднего предпринимательства» на 15-м съезде женщин Якутии. В России сегодня функционируют 2 таких центра. Их создали для взаимодействия семейных компаний внутри региона, поиска единомышленников, продвижения и развития семейного бизнеса. Участницы мероприятия отметили, что семейный бизнес требует отдельного внимания и поддержки, так как вносит существенный вклад в экономику. В мире доля предприятий, основанных родственниками и наследуемых из поколения в поколение, превышает 2/3, а в России 74% малых и средних предприятий являются семейными. В Якутии продолжается реализация программы поддержки местных инициатив. Уже не первый год столица Южной Якутии и город Нерюнгри представляет свои проекты. Как можно сделать жизнь нашего общего дома лучше и комфортнее, расскажем в следующем материале. В числе победителей 3 заявленных проекта из Нерюнгри. Таким образом, постепенно, из года в год, благодаря активным неравнодушным жителям преображаются не только отдельные дворы, но и облик города в целом.
За 3 года уже реализованы 10 проектов, благодаря которым было благоустроено 15 придомовых территорий. В этом году это дома по улице Ленина, 19, Мира, 27 и Чурапчинская, 37/1. К реализации проекта, подготовка к заявке, формированию заявки начинается еще в летний период. Совместно с жильцами мы разрабатываем проект, запрашиваем коммерческие предложения у поставщиков оборудования и услуг, подыскиваем спонсоров программы. Наш проект по данному дому называется «Благоустройство придомовой территории». Уже в июне здесь начнут устанавливать современную, комфортную, безопасную площадку, на которой также будет находиться зона отдыха для взрослых, информационные доски, а жители примут участие в озеленении прилегающей территории. Хотел бы выразить глубочайшую признательность и сказать большое спасибо тем людям неравнодушным, которые принимают участие в данном проекте. Пожелать, чтобы в этом году эти проекты были успешно реализованы на территории нашего города. И в дальнейшем мы намерены также активно участвовать в программе поддержки местных инициатив. Основные условия участия в конкурсе проектов по программе поддержки местных инициатив – это софинансирование из городского бюджета и привлечение средств спонсоров и самих жителей. Каждый год число реализованных проектов увеличивается, а вместе с этим благоустраивается и город. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. 25 лет отметила сеть президентских школ. Начал работу республиканский форум. Подарок получила Алданская гимназия. Бывшая учительница русского языка и литературы подарила коллективу книгу «От пресс-центра до школы юных журналистов». Как создавала книгу, автор рассказала нашим коллегам. Каждая страница, действительно, она продумана, она, как говорится, сделана с любовью. Журнал «Шар» знает каждый выпускник. Прощаясь со школой, юноши и девушки получают в подарок по выпуску издания, которое выходит раз в год. В этом году «Шар» отмечает 15 лет, а истоки его создания берут начало в «Гимназисте», газете, выпускавшейся в Алданской гимназии. Впервые малоформатное издание вышло в свет в 1994 году. Становлению и развитию школьной журналистики заместитель начальника департамента образования Ольга Богдановна Чмирь, в то время работавшая в гимназии учительницей русского языка и литературы, посвятила книгу. Задумала очень давно, можно сказать, мы еще начинали его как бы с ребятишками, когда я работала в гимназии. Но окончательный, как говорится, вариант я сделала в прошлом году. Сначала «Гимназист» был двухполосным. С развитием технологий расширялись и возможности. Постепенно количество страниц увеличивалось. Более многочисленной становилась и команда юнкоров, готовившая к выходу в свет очередной выпуск. Ребята осваивали разные жанры публицистики, пробовали силы в фотоделе и подготовке видеоматериалов. Для некоторых воспитанников Ольги Богдановны журналистика оказалась призванием. Вы здесь видите Нергуяну Игнатьеву, Павла Лукьянова, которые впоследствии стали настоящими журналистами. Оба закончили профильные вузы. Тираж книги составил всего 7 экземпляров. Автор планирует вручить свой труд коллегам и близким. Работа над книгой для Ольги Богдановны не была сложной. Процесс захватывал и увлекал, позволяя вновь и вновь погружаться в пережитые эмоции и впечатления. Готовить книгу, конечно, было нетрудно, потому что она, в общем-то, состояла из того, что было сделано, понимаете? И поэтому, раз это, так скажем, частичка моей жизни. Готовя материалы для книги, Ольга Богдановна благодарила коллег-педагогов и руководителей, всегда поддерживавших начинания, поиски и проекты школьников. И, конечно, с безмерной теплотой учительница вспоминала всех своих юнкоров, задорных, креативных, желающих познавать и таких разных. Им всем огромное такое человеческое спасибо, потому что, действительно, мне было легко с ними работать. В 2007 году «Гимназист» вышел из стен гимназии. Газета стала районной. О новостях, событиях и достижениях на страницах издания начали рассказывать все школы. Тогда же изменилось и название. К слову, выбрать его было непросто. Было предложено более, наверное, 40 названий разных, самых разных. И вдруг, как будто, знаете, все оцепенели, когда вышли ребята, опять же, наши гимназисты. «Шар». Мы так... А что это значит? И они расшифровали аббревиатуру, что это школы Алданского района.
Сегодня, 3 марта, исполняется 25 лет сети президентских школ. В рамках юбилейной даты начинает работу форум «Сеть президентских школ. Время новых инициатив». Работа форума начинается с учреждения Республиканского дня дарения. И в этот день Ольга Богдановна Чмирь вручит свою книгу Алданской гимназии. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. В Ленске приступили к уборке снега с крыш. Как в центре города, так и в отдаленных микрорайонах. Какие управляющие компании в числе первых, узнавала Анна Кожевникова. Нужно быть немного скалолазами, чтобы убрать крышу многоэтажного дома от снега. Эта работа требует специальной подготовки и определенной сноровки. Например, для очистки кровли вот этого трехэтажного двухподъездного дома необходимо 2-3 часа. А для уборки соседней пятиэтажки у работников управляющей компании ЛПЖХ ушло 2 дня. Всего планируется очистить 110 крыш жилых многоквартирных домов. Из них четверть уже приведена в порядок. На сегодняшний день заключены договора у нас с подрядными организациями по уборке снега с кровель. Также работают сотрудники организации, с которой тоже на обслуживании находится жилищный фонд. Уборка производится только над выходами и где у нас нежилые помещения, пятиэтажные там жилые дома. То есть над магазинами, которые расположены на первых этажах многоквартирных домов. Ленское предприятие жилищного хозяйства обслуживает весь деревянный фонд в центре города и часть Каменного. А вот деревянные дома в Мухтуе – это владение управляющей компании «Респект». Там, где крыши железные, то есть там козырьки чистятся в плановом режиме. На теплом стане, конечно, у нас самый тяжелый дом в том плане, что он стоит так расположен по розе ветров, что у нас его заметает только наш дом. Остальные дома, в принципе, можно не чистить. У нас там такие огромные сугробы. Спасибо нашему дворнику. Он замечательно справляется. Ну, спецтехникой приходится трудиться. Мы почистили сейчас там крышу выходной, почистили дорогу, придомовую территорию. Благодаря программе переселения из ветхого и аварийного жилья Ленск оброс высотками. Почти все новые 9- и 10-этажные дома в центре города находятся в ведении управляющей компании «Партнер». На крышах их жилфонда сегодня тоже орудуют лопатами специально обученные люди. Красно-белые ленты, предупреждающие об опасности вдоль жилых и нежилых домов, все чаще появляются в центре города. Если весь снег будет своевременно убран с кровли многоэтажных зданий, то форс-мажорных ситуаций возникнуть не должно. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Угледобывающая компания «Колмар» предоставила материальную помощь для хоккейного клуба «Энергия». После продолжительных каникул из-за эпидобстановки юные спортсмены возобновили тренировки и выходят на лед в новой форме. Продолжит Ирина Жданова. Новые майки, шлемы и форма для вратарей – и все с логотипом компании. За время длительного перерыва хоккеисты не утратили спортивный дух и волю к победе. Тем более впереди соревнования в Новосибирске. Тренеров 5 тренеров работает, и у каждого по 2 возраста. Но помог нам Колмар в 2013 году рождения. Спасибо большое. Вот мы маечки приобрели вратаревую форму и маленечко оставили денежку на поездку. В хоккейном клубе «Энергия» занимаются ребята с 4 лет. И к 8 годам они уже уверенно стоят на коньках и забивают голы. Мне нравится стоять на воротах, и когда я где-то по матчам пропускаю только около 1 или 3 шайб. Компания «Колмар» уже не первый год сотрудничает с хоккейным клубом и поддерживает развитие детско-юношеского спорта в Нерюнгринском районе. Спорт, особенно командный спорт, это не только развитие, скажем так, физического тела, это не только сила воли, это еще и умение работать в команде, умение чувствовать своего партнера. И компания «Колмар» всегда готова поддерживать ребят, но от себя лично очень желаю ребятам спортивных успехов и надеюсь, что в ближайшем будущем мы их увидим на пьедесталах самых престижных спортивных соревнований, включая Олимпийские игры. Сейчас тренировки у хоккеистов проходят каждый день. Нерюнгринские спортсмены достойно представляют наш регион на всероссийских соревнованиях. За плечами немало побед в таких турнирах, как, например, «Золотая шайба». А впереди подготовка к очередным соревнованиям и новые достижения. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. С этого года на предприятиях Якутии внедрят производственную гимнастику. Министерство спорта региона утвердило план мероприятий. В течение первого квартала года должны подготовить комплекс упражнений по категориям.
Напомним, что производственная гимнастика – это набор элементарных физических упражнений для сотрудников организаций. Их включают в режим рабочего дня с целью повышения работоспособности, укрепления здоровья и предупреждения утомления. В настоящее время на сайте Минспорта России разместили комплекс упражнений, которые можно выполнять самостоятельно, и методические рекомендации с учетом факторов трудового процесса. Но это совершенно абсолютно такие простые, доступные упражнения, которые, которые не требуют от человека специально, чтобы спортивную форму одевать, поэтому они очень такие доступные. Мы в нашем министерстве уже начали ежедневно делаем среди своих сотрудников, проводим производственную гимнастику. И я бы, пользуясь случаем, хотел бы призвать своих коллег, все предприятия, учреждения республики, тоже они внутри своего коллектива внедрили подобные мероприятия, производственную гимнастику. К другим темам. В Петровском пассаже уже 5-й раз проходит цветочный базар. Целые поляны живых тюльпанов превращают все помещение в благоухающий сад. Охапки желтой мимозы, фиолетовые ирисы, белоснежная сирень, а еще нарциссы и гиацинты. Долгожданная весна приходит в Петровский пассаж вместе с одним из самых красивых цветочных базаров. Гостей ожидает праздничная атмосфера, букеты на любой вкус, цветочницы в соломенных шляпках и живая музыка. Все это дарит ощущение настоящего праздника и напоминает о том, что тепло не за горами. С сегодняшнего дня мы открыли традиционно уже ставший для Петровского пассажа проект «Пассаж в цветах». Этот проект мы реализуем, открываем уже 5-й раз. То есть 5 лет мы пытаемся в первый день весны представить и порадовать наших женщин, в первую очередь висеть в преддверии весеннего праздника различными красивыми весенними цветами. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по флористике и составить свой собственный оригинальный букет. Сотрудники делятся, как ухаживать за цветами и правильно делать срезы. После того, как отцветает данный цветок, он обрезается. В течение 2 недель луковица высушивается на подоконнике без открытых солнечных лучей. Потом помещается в холодильник. В 20-х числах августа данную луковицу можно посадить в землю у себя на даче или дома на глубину 1-2 луковиц. И в апреле-мае вы получите ровно такой же цветок у себя на огороде, на подоконнике. На календаре весна, наверное, это время года, как никакое другое, у многих ассоциируется с цветами. Тем более уже на следующей неделе нас ждет прекрасный женский праздник – 8 марта. Как не заблудиться в огромном выборе цветов, как подобрать цветы, чтобы букет был красивым, но без перебора. В этом могут помочь люди, чья профессия – флорист. Всем доброе утро, меня зовут Алена, я флорист цветочной мастерской Joy. Я работаю здесь уже с 2020 года, и я всегда росла в окружении цветов, потому что моя мама любила сажать цветы. Дома у меня всегда было много цветов, и летом во дворе мама сажала много цветов, так что это было очевидно. Я пришла сюда летом, и девочки учили меня около 3 месяцев. Я здесь стажировалась, училась собирать композиции и букеты. Флорист должен обладать качествами, это обязательно быть стрессоустойчивым. Это не такая работа, где ты сидишь, попиваешь чаек, и вокруг тебя цветочки и феечки. Это скорее работа физически сложная. Это не всегда так легко, как кажется. Это много грязной работы, где нужно работать руками. Это нужно таскать воду, это нужно обрабатывать цветы. Так что да, это не так легко, как кажется. На самом деле, я лично не очень верю в этот язык цветов, но я слышала про подобные понятия, про красные розы, которые означают любовь и прочее. Но мы больше придерживаемся в таком традиционном плане – это количество. То есть четное и нечетное количество, которое мы используем в букетах. Основа цветов, которое обязательно должно быть нечетного количества. У всех бывают свои предпочтения, каждый дарит то, что нравится. Мы больше специализируемся на необычных букетах, на фактурных букетах, на чем-то стойком, ярком и необычном. Думаю, сейчас весной лучше всего подходит время для желтого. Это нарциссы, это тюльпаны, это верба, это гениста, это все, что пахнет, цветет, это поднимает настроение.
Есть такие клиенты, которые приходят, они знают, чего хотят, но чаще всего наши клиенты любят нам доверять. То есть это авторские букеты, каждый букет не похож на другой, поэтому они доверяют нам, нашему вкусу и точно знают, что мы можем их удивить. Чаще всего люди заблуждаются в том, что свежее – это хорошее. Ну, то есть это не всегда так. Букет, который простоял в холодильнике нашем при должной температуре, в должной воде, он может простоять дольше дома, то есть он не был из свежей поставки. То есть цветы, которые только приехали, они не всегда бывают лучшего качества. Обычно по качеству мы определяем по сортам все по-разному. То есть розы по-разному, тюльпаны все по-разному. Ну, конечно же, это в первую очередь на взгляд. То есть нужно посмотреть, нет ли чего-то некрасивого, броского. Но это природа. Не бывает полностью идеальных цветов. Когда мужчина приходит приобретать цветы, заказывать для своей любимой женщины, для своих каких-то родственников и подруг, он не знает, то есть, что выбор огромен. В нашей мастерской представлено около 60 наименований сортов, разных видов, фактур и всего прочего. Поэтому чаще всего они доверяют нам, то есть иногда мы знаем, что нужно. Лучше всего фактурный букет, где много веток. Ну, то есть весна – это всегда о новом цветении, о новом начинании, поэтому мы используем много деталей, где много всяких интересных вещей, на которые можно долго смотреть. Они по-разному себя проявляют, когда стоят у вас дома в вазе, раскрываются, меняют цвета. Поэтому, думаю, лучше всего использовать сейчас интересные букеты, использовать много деталей. И это не всегда с упаковкой. Чаще всего мы используем упаковку только для защиты цветов. У Галины Гайдуковой, ветеринарного врача из Алдана, живет необычный питомец – слепой бельчонок. Приручить дикого зверька удалось быстро. Бельчонок, его назвали Гоша, слепой, и выжить он может только при постоянной заботе. Малыша на дороге летом нашла жительница города, она и привезла бельчонка к специалисту. Врач диагностировала у зверька черепно-мозговую травму, следствием которой стало утраченное зрение. Сейчас Гоша живет в лечебнице. Галина заказала ему просторную клетку. В новой квартире бельчонок вполне освоился, в пространстве ориентируется достаточно хорошо. Из лакомств Гоша предпочитает шишки, орехи и злаковые палочки, а свою хозяйку узнает безошибочно. Философская история с, казалось бы, простым сюжетом. Русский драмтеатр имени Пушкина готовит премьеру. Спектакль «Академия смеха» выйдет в свет уже завтра, 4 марта. О чем постановка и что вдохновило его авторов, знает моя коллега Мадина Халикова. Коллеги, здравствуйте. Мы сейчас находимся в театре имени Пушкина. И за нашей спиной вы можете видеть сцену, которая обустроена для репетиции завтрашнего спектакля. Завтра будет премьера спектакля «Академия смеха». Так театры сейчас выходят после пандемии. И, кстати, хорошая альтернатива походу в кино. И премьера спектакля уже, как я сказала, будет завтра, и мне хочется пообщаться с актерами, потому что спектакль на самом деле необычный, особенно для театра Пушкина. Такую постановку не делали давно, из ней будут участвовать всего 2 актера. Один из них — это Дмитрий Трофимов. Дмитрий, здравствуйте. Да, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о вашей роли. Моя роль называется цензор. Человек, который смотрит за текстами, чтобы в тексты не закралась какая-то фривольная, скажем, мысль. То есть пытается обращать пристальное внимание на вопросы культурной политики. Вот так. Тяжело ли было вживаться в роль? И расскажите вообще о том, что это за спектакль. Я знаю, что это японский драматург. Да. Кокки Миттани или Митани, я говорю, не помню, где делают ударение на этом. Пьеса его интернациональна, скажем так, несмотря на то, что она написана в Японии, но ее можно применить к любой стране. Я думаю, что она была ориентирована на западного зрителя. Такое внутреннее ощущение. А тяжело ли было вживаться? Знаете, не столько тяжело было вживаться, сколько осваивать 74 страницы печатного текста. Это огромная текстура. Если, допустим, главный герой работает с партнерами, там 5, если человек это вообще счастье, 30% от текста падает на него. У нас с моим партнером Евгением Кузьминым это почти 100%. Это почти моноспектакль. Для меня это, так скажем так, редкая практика. Можно заметить, какие интересные декорации. И на самом деле пол,
красный круг – это флаг Японии, а также, можно сказать, арена. Ваши герои ведут какую-то борьбу? Ну, ассоциативный ряд, конечно, будет рождаться у зрителей разный. И несмотря на то, что эта пьеса про конкретные, скажем так, вещи, взаимоотношения цензора и драматурга, но здесь можно увидеть то, чего здесь, собственно говоря, в тексте нет. За текстом находится. Здесь, я считаю, это вот гениальность этого драматурга в том, что все можем увидеть здесь. Спасибо вам большое. Ну а со вторым актером, играющего роль человека не государственного, а творческого, мы поговорим тоже сейчас. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Расскажите о вашей роли. Моя роль автор смешных пьес, который сталкивается с жестоким цензором, который считает, что смеху не место. Какие эмоции вы проживали, когда вживались в эту роль? Там прошли все стадии: отчаяния, сопротивления, депрессия. Но мне кажется, я приблизился к материалу и к персонажу, почувствовал его. Для вас эта роль близка или все же пришлось работать над собой, чтобы вжиться? С технической точки зрения близка. То есть психофизика, моторика вся, в принципе, несложная. Но ментальный весь фон, конечно, очень сложный. Что зритель может найти общего с вами, допустим, в вашем персонаже? Иногда, мне кажется, какое-то чувство слабости перед государственным человеком, какой-то беззащитности и попытка, чтобы тебя услышал такой человек. Вот эта вот внутренняя борьба, чтобы тебя услышали. Вот, мне кажется, это увидит. Спасибо большое. Ну и я хочу напомнить, что практически после Нового года театр был закрыт, проходили только репетиции, и эта постановка будет глотком свежего воздуха для зрителей. Конечно же, с директором театра мы хотим тоже поговорить. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Александрович, почему решили сделать такую постановку? Ну, во-первых, конечно же, это ряд обстоятельств, которые вот сложились сейчас. Мы целый февраль должны были внутри работать, но не работать на зрителя, да, и самый, скорее всего, именно момент наступил, когда мы могли взять эту пьесу, которая на самом деле уже давно у нас находилась, как говорят, как принято, в столе, в портфеле, кому что ближе. Вот. И тогда это небольшое население. Здесь действительно работают два актера, но какой это материал и какие это актеры. Я надеюсь, что зрителю будет в любом случае приятно посмотреть и прочитать что-то между строк. И где-то действительно очень интересный материал, где, скажем так, какие-то вещи, они не прописаны так вот в лоб сразу, да, они где-то между строк находятся. Я думаю, что у каждого будет свое ощущение, что хотел сказать автор и что хотим сказать сейчас мы, в том числе. Работа над спектаклем велась практически месяц. И вот скажите, здесь же совершенно новые люди участвовали в оформлении, в декорации? Ну, я могу сказать только одно, то, что спектакль создается силами, скажем так, нашего коллектива. Да, кто-то в каких-то новых ипостасях работает, кто-то вспоминает то, чем занимался какое-то время назад. Действительно, режиссер-постановщик — это у нас здесь заслуженный артист республики Влад Мичурин. Это его, скажем так, уже не первая режиссерская работа, потому что есть за плечами, ну, долгое время он как-то вот к режиссуре не прикасался, но теперь, сейчас вот я думаю, то, что есть определенный момент, где он опять о себе может заявить. Я думаю, то, что это уже на, скажем так, как зритель уже посмотрит, сделает какую-то оценку, это вот скажет, что же у нас на чаше весов, вот актер или режиссер Влад Мичурин.
посмотрим. Это уже комментарий от них будет. Также здесь у нас в качестве художника-постановщика работает действительно наш коллега, который уже тоже о себе где-то в каких-то постановках нашего спектакля, нашего театра и в наших спектаклях уже успела заявить. Это Александра Тарасова. На самом деле она у нас это гример-пастижер, но сугубо вот есть у нее какие-то вещи, направления, которыми она еще помимо как художник-пастижер занимается. Вот, в частности, сейчас мы ее используем как художника-постановщика в том числе. Вот. Но, опять же, это все на суд зрителя. Я надеюсь, что данная команда, она все-таки довольно-таки неплохой спектакль, на мой взгляд, пока только на мой взгляд, все-таки сумела сделать. И, опять же, скоро мы узнаем, каково, понравилось зрителям, не понравилось. Я думаю, что в комментариях это буквально вот через пару дней мы все увидим. Ну, и все-таки надеемся, что данный спектакль это будет хорошее дополнение к нашему репертуару. Потому что действительно именно такого формата у нас в репертуаре давно не было. Александр Александрович, ну завтра премьера, и когда еще можно смотреть этот спектакль? Ну, в любом случае, все это можно увидеть в расписании на официальном сайте театра grt.rf. 2 дня подряд пока в этом месяце, то есть 4 и 5 числа, это премьерные дни. Ну, и я думаю, что в апрель месяце, как не в апреле, не посмотреть «Академию смеха». Спасибо вам большое. Ну, а я хочу напомнить и пригласить зрителей посетить Русский драматический театр, посмотреть этот спектакль. И, конечно же, это, еще раз напомню, хорошая альтернатива кинотеатрам, но не забывайте маски и QR-коды. На этом у меня пока все, коллеги. Это касается театральной постановки. Ну а крупные зарубежные кинопроизводители приостановили свои показы на территории нашей страны. Как будут выходить из ситуации якутские кинотеатры и что сейчас можно посмотреть, нам расскажет мой коллега Дмитрий Темыров. Он находится в кинотеатре «Лена» и выходит с нами на прямую связь. Дима, здравствуй. Расскажи, что якутские кинотеатры будут предлагать своим посетителям. Сергей, добрый день. Ну, как вы можете посмотреть, здесь стоят рекламные баннеры фильмов, которые должны были выйти здесь и показываться в кинотеатрах столицы и вообще в целом по всей стране. Но из-за санкций и ряда ограничительных мер крупные кинопроизводители приостановили свои показы. Из-за этого наши, соответственно, отечественные кинотеатры в экстренном варианте поменяли свой репертуар и уже начали добавлять какие-то другие фильмы. Ну и в целом они начали заниматься, конечно же, возвратом билетов на те фильмы, которые должны были выйти буквально на днях. Давайте сейчас спросим, как обстоят дела с возвратом билетов на эти блокбастеры, которые должны были выйти здесь изо дня в день. Можете нам рассказать вообще, как у вас сегодня обстоят дела с возвратом билетов и что вообще люди говорят? Здравствуйте. Сегодня на сеанс «Бэтмен» все билеты возвращены. Сейчас мы уже работаем по новому репертуару, с новым расписанием. Хорошо, спасибо. Ну вот, как нам сообщили, уже кинотеатр «Лена» работает по новому репертуарному плану. Здесь уже новые фильмы. Это, получается, не те фильмы, которые ранее показывали отечественные крупные кинопроизводители. Ну и в целом вообще про репертуарный план нам сообщил, что они подготовили на ближайший месяц. Это у нас получается заместитель директора кинотеатра «Лена» и руководитель рекламного отдела. Давайте послушаем, что он нам сообщил. Нам пришлось переработать наш репертуар. Теперь у нас остались не фильмы, блокбастеры студий, но в то же время есть фильмы независимых компаний, американских студий, европейских студий. Очень много будет, наверное, сейчас азиатского кино. Также на нас вышли наши партнеры из Казахстана. Вышли ребята из киностудии, которые занимаются индийскими фильмами.
Мы сейчас вот составляем новый репертуар. Начиная с 10 марта, через каждые 2 недели будут выходить якутские фильмы. 10 марта мы ждем премьеру «Биберген 2» семейные сказки. 24 марта «Локут Оннанеркун», новая экранизация всем известной истории. И в апреле-мае у нас будут комедии. Ну а как это отразится в целом на рынок кинопроката и в целом выпуск якутских и вообще отечественных кинопроизводителей, и вообще в целом работы всей системы сети кинотеатров, нам расскажет директор кинотеатра Лена. Здравствуйте. Расскажите вообще, как вы вот смотрите на эту ситуацию и что можете прокомментировать по этому? Добрый день. Ну, как мы можем смотреть на эту ситуацию? Естественно, нам всем очень грустно от того, что вообще все происходит. Я имею в виду, все знают, что у нас сегодня происходит в стране. Вот. Естественно, мы понимаем то, что это вынужденные меры, и мы всецело поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича Путина. Вот. А то, что происходит с санкциями, и то, что они довели это до некого такого абсурда, то, что вот теперь начинают касаться и спорта, и культуры, да, то есть спорт был всегда вне политики, а культура имела всегда определенную роль вообще в жизни человечества. И оно тоже не должно касаться этого. Вот. Но тем не менее, да, премьеры были отменены. Вот. С другой стороны, сейчас накопилось достаточно много якутских фильмов. Вот. И мы считаем, что даже это некий определенный шанс для якутского кинематографа, да, выйти на большой прокат. Не только в нашей республике, но и вообще задуматься о прокате по всей России. Потому что эта проблема нехватка кинофильмов уже есть не только у нас, а по всей России. Вот. И поэтому мы понимаем то, что у нас, и мы знаем то, что наша Россия – это великая держава. И в любом случае мы найдем выход. Если смотреть на эту ситуацию вообще с другой стороны, вот, это может повлечь за собой, что сейчас будут больше уделять внимание для производства вообще отечественных фильмов. Вот. И то, что наша Якутия, наша республика уже достаточно долгое время занимается производством, возможно, это время станет неким таким началом чего-то серьезного, именно в качестве производства. А то, что отменили премьеры, естественно, они, надеюсь, что это не навсегда, вот, потому что они говорят то, что отменили пока временно, то есть пока приостановили. Но, как говорится, гадать мы не будем. Мы будем действовать, скорее всего. Вот. Так что мы все равно будем надеяться на лучшее. Хорошо, спасибо. Ну, а я хочу вам сообщить, то, что вечером мы более подробно расскажем, какие же фильмы и какая сетка вещаний и репертуарный план ожидает для наших горожан в кинотеатрах столицы. На этом у меня все, коллеги. Дима, спасибо за информацию. Ну что ж, расстраиваться не будем. Значит, появится хорошая возможность посмотреть больше якутских фильмов. А какие знаменательные даты отмечаются сегодня в России? Об этом далее. На календаре 3 марта. Сегодня отмечают Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы, Международный день охраны здоровья уха и слуха. По народному календарю наступал День овсянки. В этот день почитали птичку-овсянку, которая слыла вестницей скорого тепла. Женщины пекли овсяное печенье. Прилет овсянки в этот день обещал скорое наступление тепла. Люди говорили, что в этот день нет от Ярилы укрытия снегу, топит он его, не жалея сил. В этот день император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. Состоялась премьера оперы французского композитора Жоржа Бизе «Кармен». Она завершилась полным провалом. Сегодня опера «Кармен» является одним из самых популярных театральных представлений. В Москве на Никитском бульваре открылся Дом печати, ныне Центральный дом журналиста. Поступил в продажу первый номер американского журнала «Time». Сегодня еженедельный журнал при тираже более 2 миллионов экземпляров является одним из самых популярных журналов в Америке. В этот день родились Римма Маркова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Наталья Крачковская,
советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Георгий Мартынюк, советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Михаил Мишустин, российский государственный деятель, политик, экономист. Именины сегодня отмечают Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев и Павел. В завершении коротко о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня облачно и минус 12, ночью похолодает до минус 28. Возможен небольшой снег, порывы ветра от 2 до 5 метров в секунду. В Нерюнгри переменная облачность, минус 12 градусов, временами идет снег. Ближайшей ночью температура воздуха составит минус 21, ветер до 4 метров в секунду. В Ленске облачно, минус 8, небольшой снег, ночью температура воздуха опустится до минус 11 градусов, ветер до 8 метров в секунду. В Мирном тоже небольшой снегопад и облачность, минус 12 градусов, ночью немного похолодает, до минус 18. Атмосферное давление 712 миллиметров ртутного столба, ветер до 5 метров в секунду. И в столице республики сегодня днем морозно, минус 20 и солнечно. В Якутске ближайшей ночью столбики термометров опустятся до минус 32. Ветер слабый, 1-2 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. К этому часу это все новости. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Всего доброго и до свидания.